сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Сегодня я принял решение об отставке правительства Сергея Вадимовича Степашина. В соответствии с Конституцией я обратился в Государственную Думу с просьбой утвердить Владимира Владимировича Путина в должности председателя правительства России. Убежден, работая на этом высоком посту, он принесет большую пользу стране, и россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина. Я в нем уверен. Дамы и господа, начинается торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Стрыгин. Владимир Путин входит в Кремлевский дворец. Владимир Владимирович Путин. Накануне инаугурации Владимира Путина
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился со словами напутствия к новому российскому лидеру. Глава Русской Православной Церкви напомнил, что народ доверил Владимиру Путину стать главой государства на рубеже столетий, момент, который, естественно, воспринимается людьми как поворотный и судьбоносный. Он надеется на успешность трудов Владимира Путина, тем более, что у новоизбранного президента есть прекрасные качества, необходимые лидеру великой страны. Решительность, ответственность, здравомыслие, умение прислушаться к чужому мнению. Надеюсь и верю, что Россия возродится, не только обновляя свой внешний материальный облик, но и проясняя духовный святой Руси. Да приблизится этот час трудами нового национального лидера, трудами каждого из нас, пожелал предстоятель Русской Православной Церкви. Сам же глава государства накануне сообщил руководителям региональных избирательных комиссий некоторые тезисы своей программы. Он особо подчеркнул, что его программа дальнейшего развития России будет в обобщенном виде изложена в ежегодном послании Федеральному собранию. По его словам, развитие демократических институтов – главное условие достойной жизни. Главное, чтобы демократические институты работали на благо общества, подчеркнул Владимир Путин. Над куполом кремлевской резиденции президента Российской Федерации поднят штандарт президента Российской Федерации. Первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Уважаемые участники торжественной церемонии, дорогие россияне, поздравляю вас с историческим по своим меркам событием. В жизни страны официально вступил в должность новый президент России. Желаю Владимиру Владимировичу Путину достойно исполнять нелегкие президентские обязанности, а всему российскому народу добра и процветания. Получает главная ответственность за судьбу страны, всех россиян. Поэтому сегодня хочу пожелать вам, Владимир Владимирович, успехов и удачи. Искренне эти слова идут от самого сердца. И я не могу иначе, поскольку все это прошло через меня. Ваша цель – оправдать эти надежды. И хочу повторить слова, которые я вам когда-то говорил. Берегите Россию. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам. Именно к вам, потому что вы доверили мне высший государственный пост в стране.
Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность. И знаю, в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, покидая Кремль, сегодня он вспомнил об этом, произнес слова, которые многим запомнились. Он сказал и сегодня повторил в этом зале: берегите Россию. Именно в этом я вижу свою главную президентскую обязанность. Исполнение этого долга буду требовать и от своих соратников по работе, по службе. Я также рассчитываю найти в этом патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего Отечества. Сегодня хочу поблагодарить и моих сторонников, всех тех, кто проголосовал за меня на выборах. Вы поддержали те первые шаги, которые были уже сделаны. Вы поверили, что вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему. Я глубоко признателен вам за это. Но я понимаю, что ваша поддержка – это только аванс власти в целом и, разумеется, мне, вступающему сегодня в должность президента страны. Обращаюсь и к тем, кто голосовал за других кандидатов. Убежден, что вы голосовали за наше общее будущее, за наши общие цели, за лучшую жизнь, за процветающую и сильную Россию. У каждого из нас свой опыт, свои взгляды, но мы должны быть вместе. Уважаемые граждане России, мы верим в свои силы, в то, что мы можем по-настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели. Мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной. Страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире. В последние месяцы и в Москве, и на встречах в российских регионах я чувствовал ваше понимание и вашу поддержку. И очень часто от людей, от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова. Мне говорили: мы вам верим, мы надеемся на вас. Вы нас только не обманите. Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок. Но что я обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач. И каждый день и каждую минуту служения Отечеству помнить: у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее
в будущее. Спасибо. Ваш кабинет, Владимир Владимирович.